Друзья, всем привет! С вами Оскар, это Казах Culture, и сегодня мы расскажем и покажем про классную выставку, которая проводится здесь, в Национальном музее Республики Казахстан на 4-м этаже. Поехали! Итак, в Национальном музее проводится выставка «Живопись степи. Символы, краски, образы». Куратором этой выставки является известный искусствовед Ольга Батурина, и выставка посвящена десятилетию Национального музея Республики Казахстан. Экспозиция выставки собрана из фонда Национального музея, что позволило включить в нее самые интересные, легендарные работы признанных мастеров искусства Республики Казахстан, так и работы современных, молодых, талантливых авторов. Эта выставка у нас открылась 5 апреля. Здесь у нас представлено более 200 работ. Это у нас фондовая выставка. Мы работали совместно с искусствоведом Ольгой Батуриной. То есть это такой интересный проект, где мы пригласили стороннего куратора выставки. И это большая фондовая выставка, то есть мы 10 лет, сколько у нас функционирует музей, собирали различные шедевры. Выставка «Живопись степи. Краски, символы и образы» у нас проводится с 6 апреля до 31 июля в Национальном музее Республики Казахстан на 4-м этаже в зале современного искусства номер 2. Поэтому мы будем рады видеть всех жителей и гостей города на нашей выставке. Мое особое внимание вызвала вот эта картина Алтыншаш Алпызбаевой «Рассвет в степи». Что интересно, в композиции очень классно просматривается вот это вот лучи солнца, преломление их и как они покрывают степь. На фоне мы видим двух жеребцов, мы видим юрты, аул. Картина буквально... Самовар даже видно. Картина переносит просто нас в эту эстетику казахской действительности, степной жизни. Вот такой вот искусствоведческий анализ от меня. Как вам? Пишите в комментариях, лайк или мне не стоит этим заниматься. Еще раз хочу отметить, что куратором выставки является Ольга Владимировна Батурина. Она вела мне когда-то пары, это были просто потрясающие интересные пары. Обязательно попробуйте ее здесь словить. Она с Алматы раз в месяц будет приезжать. А за анонсами следите в инстаграм-странице музея. Послушайте ее, вы не пожалеете.